Я сегодня хотел бы поговорить с вами об исцелении. Это такое вообще славное переживание, когда ты вчера был больной, а сегодня ты ходишь, ты дышишь, у тебя все нормально, и ты вообще думаешь, ё-моё, как можно было болеть вообще? Как можно было в этом находиться? Оказывается, Бог для тебя дал исцеление, которое просто нужно взять. Я сегодня хочу поговорить о 3 вещах. Это основные или основополагающие вещи об исцелении. Я скажу о 3 самых главных вещах, которые мы должны понимать об исцелении. Если это поселится в наш разум, если это поселится в мой разум, в твой разум, там не будет места для болезни. Потому что все опять здесь начинается. Итак, первая истина об исцелении. Воля Божия для меня – это быть здоровым. Огромное количество христиан, огромное количество людей вокруг нас, они искренне сегодня сомневаются, они искренне сегодня не верят в то, что здесь написано, что воля Божия есть на мое исцеление, что Христос ради этого умер. Он ради этого умер, Он ради этого пришел, ради этого Он висел на кресте, именно ради этого. Давайте сразу 3 места Писания. Первое, пророк Исаия. Исаия 53. Где-нибудь запишите себе, подчеркните. Я рекомендую, если ты сегодня болеешь, если у тебя сегодня есть проблемы с немощами, не смиряйся с этой немощью. Во-первых, выпиши эти места Писания, чтобы тебе каждый день их видеть. Потому что чем больше ты на это смотришь, когда ты это говоришь, это становится реальной частью твоего мышления, твоего образа жизни, твоего образа отношения к самому себе. И это становится частью тебя. Здесь написано так. Он, кто Он? Иисус взял на себя наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали, разит его Бог за грехи его, бьет его, вот он и мучается. А Он был изранен за наши грехи. Слава тебе, Господь! Даже если бы здесь остановились, это шикарное и потрясающее место Писания. Это была плата. Дальше написано, Он был сокрушаем за наши беззакония. И дальше Он понес наказание, чтобы мы, во-первых, получили мир в сердце, а во-вторых, чтобы Его ранами мы исцелились. И здесь уже это в прошедшей форме написано, и ранами Его мы исцелились. Это Исаия говорит, за несколько сот лет до появления Христа Он уже говорит в прошедшей форме о том, что должно было произойти на Голгофе. Потому что это случившийся факт, когда мы думаем про Голгофу, когда мы говорим про Голгофу, это случившийся факт. На Голгофе Христос понес твои немощи и болезни. Подними свои руки, скажи: Иисус, спасибо тебе за то, что ты понес мои немощи и болезни. Нет никакой другой истины об исцелении. Нет ничего другого, о чем тебе надо думать. Что у меня такая большая болезнь, у меня такая сложная болезнь. Врачи сами не могут назвать, почему, как ее зовут и почему она в меня залезла. Мы иногда хвастаемся своими болезнями. У меня там такая болезнь, 1 на 4 миллиона человек. Вот хватит! Вот просто остановись, ты уже достаточно наговорил. Просто возьми вот то, что написано вот здесь, и скажи: я благодарю тебя, Иисус, за то, что вот за эту редкую болезнь ты именно за нее висел на Голгофе. Ради нее ты пошел на Голгофу, и ранами твоими я исцелился. Нет другого пути и плана у Бога. Он не для чего другого не приходил, чтобы забрать наше беззаконие, чтобы мы получили мир, и чтобы мы были Его ранами исцелены. Все! Это самый главный, самый важное откровение, которое тебе необходимо знать об исцелении. Для тебя это воля Божия. Когда ты встречаешься с какими-то ребятами, которые говорят: это мой крест, Бог меня испытывает, Бог хочет меня смиренным сделать. Чем больше ты болеешь, тем более ты не смиренный человек. Потому что Бог хочет, чтобы ты ходил на собрание. Ну так как ты больной, ты не ходишь на собрание. Бог хочет, чтобы ты много зарабатывал, и чтобы ты от заработанного ты благословлял тело Христа, благословлял нужда. Ну ты не можешь же работать. И ты уже в куче вещей непослушный, согласитесь? Каждый день читать Писание: не, я не могу, у меня там все вот такое. Я помню, дурацкая болезнь, ее некоторые называют коронавирус, но такое состояние, вообще, вот ты вроде бы как бы живой, но ты как бы уже и не живой. Ты вот такое состояние, ничего не можешь, ногу поднять, не могу, руку, не могу. Может быть, видос посмотреть, не могу, Библию,
Ты живешь в этом состоянии. И он говорит, это мой крест, я должен смириться. Ага, чтобы еще больше непослушным, что ли, стать? Ты же непослушный, ты не читаешь Писания, ты не молишься, ты не постишься, ты не славишь Бога, ты не танцуешь перед Ним, ты такой больной. Ты уже кучу вещей не делаешь, которые должен был делать, как Его Сын. Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха. Вот для этого Христос висел на дереве, чтобы я был мертвый для греха, чтобы ты была мертвая для греха. Для блуда, для воровства, для нечестивых слов. Ты не таштандык, у тебя рот, когда ты открываешь, оттуда не помойка должна торчать. Вчера мы там в одно место попали, знаете, вот мы сидим, эти люди сидят, и ты думаешь, ёма, вспоминаешь этого бедного Эмиля, и ты говоришь, вообще, что эти люди говорят? Их невозможно, так как они громко разговаривают, а там он такой таштандык открывается. Просто это провал в бездну. Понимаете же, да, о чем я говорю? Друзья у нас такие странные. Вот мы умерли для всего для этого. Мы умерли, чтобы жить нечестиво. И дальше написано, мы должны жить для Его праведности. Ранами Его мы были исцелены. Вау! Я так счастлив. Я просто самый счастливый человек. Когда я читаю эти места Писания, я говорю, спасибо тебе, Иисус, за то, что твоими ранами я исцелился. Это плата за мое здоровье. Я знаю, что было сделано на Голгофском кресте. Я принимаю это, и я радуюсь этому. И это мое основание, на котором я сегодня стою. Я понимаю, что нет никакой другой воли Божией обо мне, кроме как мое полное исцеление. Давай нам третье место Писания. Матфея 8:17. А вот здесь уже Матфей, он цитирует, евангелист цитирует слова пророка Исаия. И он говорит, это было исполнением слов пророка Исаия. Это когда люди стали размышлять о чудесах Иисуса, которые Он делал, исцеляя больных. И здесь написано, это было исполнение слов пророка Исаия. Он взял на себя немощи и понес наши болезни. Сегодня Бог, Он открыл портал в божественное исцеление для тебя. Исцеление для меня. Мы его никогда не сможем заслужить, друзья. Столько раз я слышал эти разговоры, что я недостаточно хорош, я недостаточно попастился, я недостаточно много молился, я еще делаю какие-то грешки, грешочки, грешеченцы. У меня еще столько всего, столько всяких разных вещей в моей жизни неправильных. Знаешь, ты не можешь никогда заслужить. И никогда не сможешь достаточно правильным стать, чтобы по праву это получить или заслуженно это получить. Это вообще не по заслугам. Это через Голгофский крест. Воля Божия, и нет никакого другого плана у Бога. Воля Божия, чтобы ты был исцелен. Второе, о чем тебе важно понимать. Дьявол – это источник всех болезней. Это пункт номер 2. Но это не все, потому что есть подпункт 2.1. Это там есть помощник, от которого еще исходят болезни некоторые. Дьявол – источник всех болезней. Так легко это принимать, когда ты понимаешь, что вот это сделал враг. Это не от Бога. Например, я прихожу там домой, у меня какой-то бардак. Я не говорю, это от Бога, у нас вот так вот такой уклад. Вот здесь все хорошо, а здесь бардак. Нет, я знаю, этот бардак сделал дьявол. Руками или ногами каких-то людей, или собак, или еще кого-то. Но давайте посмотрим. Деяния 10 глава, 38 стих. Здесь написано так. Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех. Кого всех? Кто был во власти дьявола. То есть, если это были люди больные, здесь Лука, он говорит, что это были люди, которые находились во власти дьявола. Болезнь. Это, знаете, это удавка или это лассо, в которое дьявол поймал людей. Это то, что исходит от дьявола, или это то, что, скажем так, в чем дьявол является не последней движущей силой в болезни. Лука 13 глава, 16 стих. Опять Иисус здесь говорит про человека, который был болен. Это была женщина, которая была 18 лет, скорчена духом, или, скажем так, у нее не разгибался позвоночник. И он говорит такие слова, не нужно ли было освободить в субботу эту женщину, одну из дочерей Авраама, вот уже 18 лет связанную с сатаной. Он ее исцелил, но он называет эту болезнь, это то, что было рабством, или это то, что было сделано дьяволом, то, что было сделано сатаной. 10 глава, 10 стих.
Евангелие от Иоанна. Здесь вообще потрясающие слова сказаны. Здесь написано о том, кто Бог, что Он творит, и кто наш противник, с которым мы сегодня столкнулись. Здесь написано про дьявола, что он вор, приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить. И Иисус говорит о себе: а я пришел, чтобы дать тебе такие страшные заболевания, чтобы они были самые редкие, чтобы испытать тебя на этой земле, будешь ли ты меня любить, и чтобы для тебя это бремя стало возможностью стать самым смиренным человеком. Так здесь написано. Религия так думает сегодня. Сегодня, когда ты сталкиваешься с религиозными людьми, они именно так преподносят это место Писания. Здесь сказано: Иисус пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке дать жизнь. Какая у тебя жизнь, когда ты постоянно из одной болезни в другую? То ты не видишь, то ты не слышишь, то ты ходить не можешь, то ты просто лежать, а то вообще уже ничего не можешь. Встань, не могу. Сядь, не могу. Поехали, не могу. Чего с тобой? Болею. Смирение от Бога получаю. Чего? Зачем ты эти слова говоришь лживые? Потому что вот, истина Слова Божьего, и нет ничего другого о нашем Боге сказанного. Знаете, всегда легко проверить, от Бога какая-то идея или от дьявола. Если это будет приводить к тому, чтобы украсть, убить и разрушить, вот если ты делаешь какие-то вещи, Бог мне сказал, но это приведет к разрушению, к какой-то глупости, одержимости, это уже не от Бога, сразу тебе могу сказать. Но если это приносит жизнь тебе, окружающим, это приносит избыток в этой жизни, вот это то, чем мы можем руководствоваться и делать какие-то вещи, потому что они от Бога. 1 Иоанна 3 глава, 8 стих. Здесь вообще интересное место Писания. Кто любит грешить, тот от дьявола. Спасибо тебе, Господи, за то, что я не люблю грешить. Мы можем все еще делать какие-то вещи, за которые даже нам стыдно может быть. В которых нам придется покаяться. Но мы это не любим, это не наш путь, согласитесь? Вообще это не наша сущность. Я не хочу ничего, что с нечистотой связано, потому что мы не от дьявола, мы от Бога. И там написано: потому что дьявол грешит первый, он от начала согрешил. И дальше: но для того и был явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот здесь мы узнаем огромную истину об исцелении. Болезнь от дьявола. И Иисус для этого и пришел, чтобы разрушить дела дьявола в наших жизнях. Аллилуйя! Для этого Иисус и пришел, чтобы в моей жизни разрушить дела дьявола. Это место Писания, которое ты на следующей стене можешь написать и говорить: вон там написано про мое исцеление, я знаю, что вот здесь где-то в серединке дьявол — источник всех болезней, а вот здесь... Я говорю, кто такой Иисус для меня? Он тот, кто разрушает дела дьявола в моей жизни. Он разрушает дела дьявола в моей жизни. Поэтому, когда болезни какие-то приходят, я говорю: Господь, от Твоего имени, во имя Иисуса Христа, я говорю сейчас этой мерзкой болезни, я разрушаю тебя во имя Иисуса. Я имею власть от моего Господа, и я разрушаю эти болезни. Не бойтесь, друзья, обращаться к вашим болезням и разрушать над собой влияние, действия. Возлагайте руки на своих детей, просто разбивайте и разрушайте действия этих демонических сил, этого влияния, которое оказывает болезнь на организмы ваших детей или близких, или родственников, или на себя самих. Это наше законное право. Это то, почему мы сегодня с дерзновением молимся. Это то, почему мы сегодня с дерзновением какие-то вещи провозглашаем. Но если взять пункт 2, мы говорим о том, что дьявол — источник всех болезней, а есть подпункт 2.1. Там есть вот такая вот ремарка: немножко, и немного человек сам. Источник своих болезней. Ну, правда же? Правда же. Вот я, например, сегодня согласен со Смитом Вигглсвортом. Он однажды сказал: если человек сам пренебрегает своим здоровьем, я не буду молиться за его исцеление. Прикиньте, это человек, Божий генерал, который молился за огромное количество людей, они исцелялись. Он говорит: если я знаю, что этот человек пренебрегает своим телом, я не буду за него молиться. Потому что пусть прежде изменит свое отношение. Курение, пьянство, наркотики, знаете, вот употребление всякой дури вообще, которой сегодня огромное количество. Когда люди, например, я не знаю, вот давайте возьмем вот то, что доступно сегодня христианам: энергетики. Я пью энергетики утром, я пью энергетики на обед, я пью энергетики на ночь, я пью энергетики ночью, когда я играю, когда я танцую, когда я на работе, когда я хожу в церковь, и я потом такой дурачок сумасшедший, и я не понимаю, откуда вот это вот все.
А кофе? А кофе я пью 3 раза. А кофе я пью 3 эспрессо в день ровно до обеда. Мне этого достаточно, я кайфую от этого. Знаете, можно сегодня угробить свое тело тем, что ты ешь и тем, что ты пьешь. И это будет приемлемо для всего общества. Но когда мы сегодня пренебрегаем тем, что доказано уже, есть доказанные факты. Например, я еду с человеком, у него онкологию обнаружили. И он такой, знаете, вот едет со мной по дороге, я его везу на обследование, я там пожертвовал своим временем, я пожертвовал там, рано утром встал, там вот таскаюсь с этим человеком, мне никто вообще. Ни брат, ни сват, ни родственник. Просто я доброе дело этому человеку делаю, так как он мой сосед был. Так вот, он, знаете, он едет, и он такой хвастается. У меня 10 лет назад была уже опухоль одна в легких, и мне ее обрезали. И доктор попался, вообще красавчик, вообще от Бога человек. Я думаю, что ж там за доктор-то такой? А оказывается, когда он его прооперировал, и потом они где-то там общались, этот чувак прооперированный курил, он говорит, он мне слова не сказал о том, что бросать сигареты надо. Вот нормальный человек. И я слушаю, думаю, кто дебил из нас двоих? Что, блин, происходит? Это же понятно. Тут даже вот Давиду 13-летнему не надо объяснять. Причина, следственные. Есть причина, есть последствия этих вещей. Жру, что попало, болею, соответственно. Когда ты куришь, потом кашляешь, кто виноват? Солнце, да, конечно, солнце виновато. Когда у тебя дыры вот здесь в губах, да, там прожженные, кто виноват? Не знаю, может на свай, но это не точно. Когда у тебя желудок, там, я не знаю, там, в язвах, кто виноват? Ну, может быть, дошик, но это не точно, потому что я дошиком 14 лет уже питаюсь, как от мамы съехал. Ребят, ну, надо же уже какой-то здравый смысл включать, потому что немного человек сам тупит. Немного дьяволу помогает. Тогда, я помню, Свит Вильгельсворт рассказывал, я не буду молиться за больного человека, который заболел, там кашляет, потому что он в Лондоне вышел без пальто. Ты думаешь, вот было бы так у нас, мы всех в пальто бы одели. Хорош, просто хорош злоупотреблять своим телом. Некоторым людям я говорю, есть понятие накопительный эффект. Пока у нас молодая церковь, пока тебе до 30 лет, ты все можешь со своим телом делать. И энергетики пить с утра до ночи, и не спать, или спать там по 3 часа и фигней всякой ночью заниматься. Ты можешь все. Но это накопительный эффект, потому что это все копится. И потом хоп, и ты думаешь, ой, а откуда у меня такая болезнь-то взялась? Я же всегда нормальный был. Ой, а откуда вот это появилось? Ой, а вот это почему? Иисус говорит, 21 глава, 34 стих. Смотрите, чтобы ваши сердца не были отягощены разгулом, пьянством и житейскими заботами. И чтобы этот день не застиг вас врасплох. Что такое житейские заботы? Это бесконечный вот этот страх, как дальше жить, что дальше будет. А вдруг война, а я не готов. И вот это, знаете, вот состояние, ты утром просыпаешься с этим, ночью ложишься, и ночью просыпаешься, вскакиваешь, что там с моими детьми, что там с моими внуками, да какая тебе разница, отдай их в руки Божии. Хорош жить в стрессе. Стресс – это убивающая вещь. Ко мне женщина одна подошла, не видит, не слышит. Знаете почему? Потому что стресс. И она рассказала, почему это с ней случилось. У нее там внезапно случилась трагедия в жизни. И этот человек все еще несет на себе печать этого стресса. Многие из нас, мы недооцениваем, что такое житейские заботы. Это постоянный стресс, который не заканчивается. Хватит уже, прими мир Божий. Скажи, Бог, я на твои плечи это все перекладываю. Я просто откладываю эту заботу о завтрашнем дне. Ты позаботишься обо мне. Разгул, пьянство. Это, знаете, вот из одного тоя в другой. На некоторых людей смотришь, думаешь, ты успеваешь жить вообще. То он там, то он здесь. Там, благо сейчас Инстаграм, все видно. За всеми посматриваешь, думаешь, ё-моё, блин. У меня бы платьев столько не было в гардеробе, чтобы бесконечно с одного места на другое передвигаться. Ребят, вот здесь, знаете, я посмотрел слово отягощены разгулом, пьянством. Это пирование бесконечное. Бесконечные пирования. Бесконечные праздники, которые не заканчиваются. Сюда бы я добавил наркотики, сюда бы я добавил курение, сюда бы я добавил незаконные сексуальные связи. Вы не представляете, сколько я людей видел, которые бесплодные, не могут родить, не могут зачать, не могут выносить, у которых большущие проблемы с репродуктивными органами. Это огромное количество всякой заразы они таскают в себе. Почему? Потому что злоупотребляли
Божьим, знаете, вот Божьими границами Бог говорит, сексуальные связи. Это не чистота, она не для нас, потому что она открывает портал в ад. И этот портал из ада, или это место из ада, оно в том числе очень заразное. И огромное количество нам заразы, любой, например, венеролог может сказать, что огромное количество людей, они сегодня заражены, носят в себе эту заразу, потому что вот эти вот бесконечные связи были, пренебрегали собственным телом. Дьявола, что ли, в этом винить? Ох, паршивый дьявол, ох, натворил, ох, наделал. А немножко человек сам дурачок. Об этом не надо забывать, друзья. 1 Петра, 4 глава, 3 стих. Здесь Петр, он радуется за ребят, которым он пишет послание. Он говорит, вы достаточно долго вели образ жизни, какой ведут язычники. И он описывает этот образ жизни. Они предавались распутству, страстям, пьянству, обжорству, оргиям и отвратительному идолопоклонству. Да, конечно, куча болезней вот от этого. Куча всего. Куча проблем. А потом он говорит, так как вы от сердца поверили истине, и ваш образ жизни изменился, эти язычники сегодня смотрят на вас и размышляют, а что случилось? Что ты со мной не пьешь, не куришь? Что происходит? Твои родственники, твои друзья смотрят, что ты со мной не пьешь, не куришь? Что, чуть-чуть даже? Нет, вообще нисколько. Мне мое здоровье дороже. Мне моя жизнь дороже, чем вот это вот непонятно ради чего вообще. И третья вещь, которую мы должны понимать. Третья. Вера, она активизирует силу Божию в нашей жизни. Я хочу напомнить вам одну женщину. Это история из 8 главы Евангелия от Луки. В толпе была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Это не новая история, когда мы обращаемся к врачам. Я очень сильно люблю врачей. Я благословляю всех врачей, которые здесь, которые смотрят нас, потому что это от Бога профессия, помогает людям избавляться от болезней. Но врачи не всемогущие. Есть огромное количество заболеваний, в которых врачи помочь не могут. И эта история повторяется. И дальше Библия говорит об этой женщине. Она подошла сзади к Иисусу и прикоснулась к кисточке на краю его одежды. Кровотечение сразу же остановилось. И дальше она объясняет, почему это случилось. Она сама объясняет это Иисусу. «Кто ко мне прикоснулся?» – спросил Иисус. Никто не признавался. И Петр сказал, Иисус, вокруг тебя толпятся люди, напирают со всех сторон. То есть это нелогично ему казалось. Но Иисус сказал, кто-то ко мне прикоснулся, и я почувствовал, как из меня вышла сила. Можно, знаете, можно рядом с Иисусом тусить. Можно плечами биться о Божие присутствие. Можно много чего переживать и видеть, как люди в этом Божьем присутствии находятся. Можно быть частью церкви, но так и не соприкасаться с тем Иисусом, который является чудотворцем. И здесь эта женщина, среди огромной толпы людей, она прикоснулась каким-то особенным образом, что из него изошла сила. И дальше написано, женщина, видя, что она не осталась незамеченной, подошла, дрожа, и она пала перед Иисусом. И перед всем народом. И она рассказала, почему она к нему прикоснулась и как сразу же была исцелена. Тогда Иисус сказал ей, дочь моя, твоя вера исцелила тебя, иди с миром. В другом Евангелии. Там написано так. Она объясняет Христу, и она говорит, я знала, что ты чудотворец, и я в сердце своем сказала, если только я прикоснусь. Помните, это другой перефраз из другого Евангелия. И она говорит, я в сердце своем сказала. Вот многие люди сегодня спрашивают, что такое вера? Вера начинается с правильных слов в твоей голове. И вера – это всегда продолжение чего-то, что ты внутри своего сердца ожидаешь и что ты говоришь своими словами, что ты говоришь своими устами. Поэтому не бойтесь сегодня говорить вещи, в которые вы верите. Не бойтесь этого сглаза, это то, с чего мы начинали. Говори, что ты получишь от Бога свое жилье. Говори, что ты получишь расширение своего бизнеса. Говори, что ты получишь правильную женщину в свою жизнь. Правильную жену, я имею в виду. И ты до самой смерти проживешь с ней. И вы будете счастливы до конца. Говори правильные слова, говори те вещи, которые рождены верой, а не те, которые рождены страхом. Эта женщина, она говорила то, во что она поверила, услышав об Иисусе Чудотворце. Не говори сегодня ничего, что противоречит твоей настоящей библейской вере. Сколько люди сегодня говорят дичи,
По-другому это не назвать. Они говорят на свою жизнь, они говорят сами на себя, они говорят на свои деньги. Перестань это делать. Я говорю, shut up, заткнись, замолчи, закрой, зашей свой рот, перестань говорить негатив, потому что ты увидишь продолжение своих слов завтра. И ты будешь думать, а кто виноват? А, дьявол, ты опять здесь? Нет. Потому что ты не научился вот этим словам. Она говорит, я думала про себя, если только прикоснусь к его одежде, то я исцелюсь. У нее была база, и она в сердце своем говорила, и она провозглашала эти слова. Я провозглашаю сегодня постоянный рост на нашу церковь. Я постоянно говорю, что новые люди приходят и спасаются. Я говорю, что умножаются просто Божьи благословения над каждой семьей в нашей церкви. Люди получают свою недвижимость. Люди получают то, в чем они нуждаются. Это продолжение моей веры. Я сегодня эти слова говорю. Даже, может быть, какие-то вещи я до сих пор не вижу. Знаете, я лучше умру в вере, как Авраам, как Исаак, как Моисей, как еще огромное количество, тот же самый Давид. Они умерли в вере, Библия говорит, не увидев то, во что они верили. Но они стояли до конца, и они говорили до конца. Давид, он не видел храм, он получил от Бога идею, понятие, построить какие-то вещи. От него получил он четкий план, он собрал кучу денег для этого. И он провозглашал, что это случится, но он не увидел храма. Я надеюсь, я увижу какие-то вещи. Пусть твои уста сегодня продолжают говорить, даже если ты не видишь это за один день, за месяц, за год, за 2, за 10. Просто говори это. Говори на своих детей правильные вещи. Говори сегодня на свои финансы правильные вещи. Говори то, что обещал Бог на это. Знаете, Авраам всю жизнь в шатрах прожил. Бог ему говорит, я дам тебе землю. 4 сотки хотя бы дай мне реальных, Господь. Мне не надо вот эти вот страны, государства, континенты. 4 сотки. Мне хватит, я дом построю. Я дам тебе, я там дам тебе землю. Этот человек верил и умер в шатре на чужой земле. Я дам тебе целый народ. Он там бился за 2 сыновей. Одного там родил вообще непонятно зачем. Там беду родил для второго. До сих пор между ними непонятки происходят. Да, чтобы скучно не было, везде развлекался. Там были, правда, еще ребята у него после другой жены, после смерти первой жены. Но суть, я дам тебе народ. Этот человек верит. Один ребенок по факту. Умирает, так и не увидел. Моисей, ты войдешь в землю обетованную, там молоко будешь вот так пить, медом заедать, молоко и мед бежит, там вот такие вот эти виноградины будешь, вот так она в рот тебе не помещается, и ты думаешь, хурма не хурма, яблоко не яблоко, виноград. Помните, да, он обещал ему, и такой, ну ладно, так уж и быть, поднимайся на гору, посмотри на эту землю. Он умер, так и не увидев обещания. Сколько ребят стояло в вере. И знаете, они ни грамма не пожалели, потому что они своей верой, они влияли на целые государства, они влияли и до сих пор влияют на огромное количество следующих поколений, которые следовали за ними в вере. На нас в том числе. Это люди, которые, знаете, они показали вот нам пример, что значит стоять в вере, активировать веру, делать какие-то вещи по вере. Пусть эта женщина, она сегодня побуждает нас к правильным вещам. Евангелие от Матфея, 15 глава, 13 стих. Там Иисус говорит такую вещь. Он отвечает по поводу, там вообще ситуация с фарисеями была, но интересно, здесь Иисус говорит такие слова. Каждое растение, посаженное не моим небесным Отцом, будет вырвано с корнем. Чем не обетование? Чтобы обратиться к болезни печени и сказать, вообще не от Бога посеянное, что это такое там живет? Нашли там кисту, уплотнение, там что-то тут вообще половина легких не работает. В смысле не работают? Там грибок какой-то, там что-то. В смысле? Это не Отцом моим небесным посажено. Аллергия, оказывается, она в крови. Я как-то вот, у меня такое откровение было. Аллергия в крови, оказывается, живет. Я думал, она на коже живет. Не-не-не. В крови живет. Я стал молиться теперь за всех людей, у кого аллергия. Я говорю, во имя Иисуса Христа я приказываю крови очиститься. И то семя, которое не Отец мой Небесный посеял, которое называется аллергия, я тебе говорю, высохни во имя Иисуса.
Высохни, это слова Иисуса. Он сказал, обращайся сегодня по вере со своей болезнью. Не будь человеком, который просто смирился, который согласился. Просто стань воином, который воюет с этим деревом. Есть сорняки, с которыми ты воюешь годами. Ты его вот так вырвал, вроде бы все с корнем. Слава Богу, до свидания. На следующий год, сорямба, ты откуда? Нет, я тебя сейчас обратно. И ты воюешь до тех пор, пока не победишь. Согласитесь? Ну, ни у кого же нет такого состояния. У тебя огород растет, картошка растет, помидоры растут, и тут вот эта вот фигня растет. Ты даже не знаешь, как она называется. Ну, это сорняк. И ты такой, я уже с ней боролся 2 года. Ну, все, я не победил. Все. Нет, ты же продолжаешь воевать с ней. Ты же продолжаешь с ней что-то делать. Ты продолжаешь, я не знаю, там, уже думаешь, все, я знаю, кислота. Я знаю, уксус. Я знаю, там вот от муравьев, вот эта вот штука, которая там их побеждает, она и эту штуку тоже победит. Есть вот эти ребята, садовники, у них специальная жидкость есть. Вот я их вызову. Это вот есть специальные пресвитеры, я их вызову с маслом. Есть специальные какие-то обученные люди. Вызову, чтобы из меня бесов уже выгнали наконец-то. Друзья, давайте станем теми самыми людьми, которые просто вот с этими болезнями, они обращаются как с растениями, которые не Отец Небесный насадил. Не Отец Небесный это насадил. Вера моя будет делать все, чтобы это выкорчевать, искоренить из нашей жизни.